Повышенный интерес к таким источникам, как биомасса, в Республике Молдова в последнее время не случайно. Это связано с тем, что наша страна шаг за шагом интегрируется в европейскую семью. Но что же означает слово «биомасса» для обычного сельского жителя? Это не обязательно подразумевает, что берем охапку дров и, значит, топим печь по-крестьянски, как мы говорили. Нет, сейчас биомасса превращается в пеллеты или брикеты. И таким образом использование современного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия позволяет получать энергию весьма сопоставимую с энергией газа. Но не только пеллеты и брикеты сегодня интересуют обычного обывателя. Новый вид транспорта, например, с использованием солнечных батарей, тоже активно продвигается специалистами в этой области, но только пока на выставках. Электросамокат предназначен для прогулок в черте города. У него достаточно невысокая приятная скорость, достаточно небольшой вес, но тем не менее он обеспечивает достаточно комфортную езду. Не только дети, но и взрослые с интересом осматривали новые изобретения и с удовольствием катались на электросамокатах и трехколесном трицикле, в управлении которых используются солнечные батареи. Он меня привлек, что он, во-первых, красивый, мне на нем нравится ездить. Испугалась, хотение покататься и испробовать новое что-то. Почему вот ты не тратишь энергию, а он катится? Потому что он на солнечной энергии. Энергия биомассы имеет огромные преимущества по сравнению с другими видами топлива. Оно доступно везде, где растут деревья и сельскохозяйственные культуры. Сейчас европейские страны пошли по двум путям. Значит, один из путей – это превращение его в брикеты или пеллеты и дальше использование в качестве дров. Второй путь многим кажется более перспективным. Его на месте измельчают и оставляют для удобрения. Юг Молдовы стал одним из 4 регионов страны, где внедряется европейский проект «Энергия и биомасса». Около 130 объектов, школы, детские сады и публичные здания будут переведены на использование альтернативных источников энергии. Этот проект рассчитан на 4 года и стартовал еще в 2011 году с общим бюджетом 14 миллионов евро.